Уважаемые посетители выставки России, добро пожаловать! Вот эта центральная часть, какое бы якутское украшение вы не увидели, везде центральная часть, это вот такая пластина. Она закрывает, защищает и хранит этот огонь. Если огонь гаснет, мы теряем интерес к жизни, начинаем болеть, и, в общем-то, да, такие вот начинаются не очень хорошие истории. Защищай ее, храняй, этот огонь, еще говорят, надо так постукивать, да, потому что периодически, да, все нормально, все. Да. Вот, и тем самым тоже якуты считают, что это один из секретов их долгой жизни. Вот такой дейбир тоже, да, предмет, которым изначально отмахивались от мошек и комаров, а еще и от злых духов, друзья. Да. Смотри, это есть злые духи, да? Пойдемте дальше. А? Какое? Здесь можно зайти по QR-коду, проголосовать и получить подарок. Вся республика стоит на вечной мерзлоте. Здесь тоже Как сильно она? Расскажешь? Косевина. Да. Это у нас республика Саха-Якутия, самый большой регион нашей страны. Более 3 миллионов квадратных километров занимает территория нашей России. И, конечно же, самая холодная часть в мире, где проживает человек, Аймякунский и Верхоянский районы. Здесь была зафиксирована температура около 72 градусов мороза. Республика делится на 3 часовых пояса, до того она большая. В республике проживает всего 1 миллион человек. Вот город Якутск. В городе Якутске проживает почти вся половина населения республики Саха-Якутия. Пряники дают.
что рассказываешь, да? Да, здравствуйте. Это Расскажи. у нас костюмы традиционные в Якутии. Здесь можно примерить, соответственно, и сфотографироваться в фотозоне на фоне Алматы. Просто заглянуть. Что демонстрируешь? В начале зала все сезоны Камчатника из лета, зима, осень, весна, вот здесь вот изображение на камне. Это, конечно, Республика Якутия. Самая большая по площади республика, вообще самая большая административная единица нашей страны. 3 миллиона квадратных километров. Но заметьте, тут живет всего 1 миллион человек. Вот представляете? Давайте зайдем. И загадывайте желание. Но опять же я хочу сказать, что желание должно быть, конечно, направлено на здоровье, счастье ваших родных и близких. И также не нести в себе какую-то злую волю.
же, просто фишки разные, потому что это стенд про перспективы развития. Да. Понятно. Ну давай с тобой. Многоязычные ролик сегодня поет и танцует для вас. На неделе образования Республики Бурятия в международной выставке «Россия». Потому что он классный. Если вам что-то принимать, заходите на наши мастер-классы. Вы научитесь называть пальчики на бурятском языке. Можно научиться считать до 10. Республика Бурятия встречает всех уважаемые гости и жители нашей прекрасной столицы Москва. Амур Менде! Приглашаем вас всех на наш
классные по изготовлению различных сувениров, подарков. И это все своими руками. Добрый день. Можете послушать звуки Хабаровского края? Называется из-за того, что задымлено помещение. Нет, паркет прикольный. Вот в Германии. Здравствуйте, Международная форум. Да, вижу. Есть такая легенда, что шел медведь по лесу, у него была рана, он попал в капкан и увидел озеро, окунул свои лапы сюда, и он быстро вылечился. И это озеро приняло форму в виде медведя. Это озеро названо медвежьим. Это малое медвежье, это большое медвежье. Вот. Концентрация соли в этом озере настолько высокая, что в нем невозможно утонуть. Человек спокойно лежит, лежит и читает книгу. Концентрация соли приравнена к можно живой вызывать. Все правильно. Положение ведешь. Пойдем нет. Нет. Будем пробовать? Да. Давайте начинаем с того, куда ставим. Ориентировочно вот сюда буду Да. ставить. Можно даже для себя сделать, чтобы поделать. Может, первый раз начнем. Ученик нельзя, но он не ученик, а...
Вы рассказываете что-то? Что? Рассказываете что-то? Нет. Вообще у нас крышечки можно обменять на сувенир. У вас есть крышечка? Нет. А у нас кроссворд еще можно разгадать. А про Кораллы можете что-то рассказать? Что? Про Да. фигуры? Да. Ну, это остатки древнего западно-сибирского моря, которое располагалось на территории Тюменской области миллионы лет назад. Оно исчезло, но благодаря ему теперь у нас в Тюменской области есть термальные источники. Вот, более 21 термального источника и с температурой воды от 36 до 48 градусов. Вот. Спасибо. Молодой человек. Сколько раз прихожу, кот. Вот. Вот что это такое, представляете? Динозавр? А? Динозавр? Молодой человек? Пситокозавр. А вообще Ну да, это там динозавр. написано где-то просто попугай и ящер. Вот такие попугаи и ящер нашли под землей. Когда, наверное, наступали. А что там бывает у нас? Около 60% всего угля добывается. Она представлена со своим соседом. Вы можете зайти в этот чум и узнать, что же вас ждет в ближайшем будущем. Вот, подойдите, кто? Хоть один. Поднимите руку и узнайте, что вам, девушки. Вот, смотрите. А где предсказать? Вот пришло время закончить старые, начать новое. Да. Зайдите, узнайте свое будущее ближайшее. Друзья мои, а вот опять Аптаков. Это уже у нас там была фигура непонятная, да? А это у нас батюшка Байкал.
потому что это Иркутская область. И вот можете послушать, да, шумит Иркутская область. Идемте сюда. Заходим. Не останавливаемся. Посмотрите, здесь тоже много активности. Вот здесь представлены у них сплавы. Вот здесь можно посмотреть «Покори сердце Сибири». Вот что сувенир такой. А вот центр города Красноярска. Но вы видите, что вот видите, какие-то части, несколько зданий выдвигаются, опускаются. Это те здания значимые для этого города, которые не уместились здесь в центре. А чтобы их не опускать, их вот таким образом вынесли сюда, чтобы вы видели и знали, чем же все-таки славен город Красноярск. А это Байкал создала. Но Байкал похож на Сурикова, художника Сурикова, который творил в городе, его связано с городом Красноярск. Енисей, батюшка Енисей. Самая многоводная река. Она, можно по ней попутешествовать на теплоходе до Дудинки. Дудинка – это город самый северный у нас в мире. Дудинка за полярным кругом. Также там недалеко Норильск. И плато Путарана. Плато Путарана – это сейчас место, которое набирает популярность у туристов. Площадь плато Путарана равна площади Великобритании. А давайте сейчас попробуем еще запустить Красноярскую ГЭС. Все пошли. Куда-то все разошлись. Группа моя, где руки? Тань. Что? Еще магия. Тяжело я прихватил. Это музей Тесла, помнишь? Да, помню. Все, моя смена заканчивается, выключаем. Запустите. Смена сдал.
вон. Ой, я бы сказала, я вот в этом году буквально летом совершила путешествие. Дубинка, плато Путарана, 2000 километров по Елисею прошла. И вот Тане пожила года дня 4 на рейс. Свое мнение я сложила в этом городе. Город, конечно, скажем так, промышленный, да. Мы сложили мнение после фильма Мы что-то очень медленно продвигаемся, и вас становится все меньше и меньше. Где народ? Почему у нас Томская область зеленым цветом представлена? Знаете Александра Волкова? Александр Волков — это писатель, тот человек, который написал что? Волшебник изумрудного города. Правильно, волшебник изумрудного города. А почему именно здесь? Да потому что он учился в институте Томска. Томска, да. Культурный город. Это многочисленные университеты. И надавников докапывать давай. И пах! А ты? Проходного двора нет. Проходного двора Вчера даже какая-то у них пресс-конференция с модельером была на этой активности. Омская область теперь у нас, видите, чем гордится? Своими космическими кораблями. Корабли называются Ангара. Ну, на самом деле, они находятся только в стадии испытания.
пойдем чуть дальше, посмотрим на самый большой у нас с вами. Смотрите, вот самая большая, которая была спроектирована в качестве макета. Есть, кажется, уже и мощнее у нас с вами, но это вот уникально тем, что больше такой, как она, нету. Еще тот случай, что это было секретное производство, когда проектировались эти подводные лодки, с собой не брали чертежи, да, чтобы никому не досталось, не дай бог, кто-то увидел, поэтому проектировали чаще всего их по памяти. Перед нами находится Вологодская область. Город Волга. Здесь хотел сделать нас воздушной столицей, часто приближался в Вологодскую область, но почему-то другим знаком то, что пал непосредственно в камень не сделал. Хотя город Волга и Москва одинаково образованы. С 1140 года Великая Псковская земля. Веками история испытывает ее, а она все переносит и все помнит. Второе тысячелетие славы город Псков стоит с места на север. Подождите, давайте спросим. Сколько, как вы считаете, времени нужно на слово получим? Сколько? 30 минут. Пока есть силы, да. В принципе, вот два ответа: пока есть силы и скорая, они более правдивы. Потому что если через 30 минут скорая не приедет, я рекомендую попытаться все-таки дождаться скорой и продолжать человеку поддерживать жизнь. Все-таки это наша основная задача. Попытаться сделать так, чтобы человек все-таки выжил 50, час. Иногда случается волшебство. Да, и здесь есть смысл верить. Я бы хотел предложить вам попробовать сделать хотя бы непрямой массаж сердца, да, чтобы попытаться понять. Это манекен, он по плотности равен плотности человеческого тела. Поэтому, если хотите, то можете попробовать. Да. Вот ваша первая рука, да, молодой человек, вижу, готовиться начал, но девушка подняла руку, я ее пущу вперед. Вот. Пожалуйста, наблюдайте за происходящим. Если что, будем комментировать. А можно нам еще салфеток, потому что нас могут... А давайте рюкзачок поставим вот сюда, вот он явно будет мешать. Так, что бы вы еще сделали? Подложили бы ему на голову. Что-нибудь. Да, ну, смотрите, да, дыхательные пути нам нужно освободить ровно тогда, когда мы человеку направляем туда воздух. И в этот момент я расправлял. Если поможете, я думаю, ошибкой не будет. Да? Да, челюсть заводим. Да, вот смотрите, если мы заводим сюда челюсть, видите, расправляется гортань. И воздух тогда... Да, вот попробуйте сделать таким образом, чтобы... Да. Вот, видите, этой рукой вы... да, все верно. Зажимаете, прямо нос зажмите нос. Воздух не должен выходить нигде, ни через его рот, ни через его нос. 2 полных выдоха. Да, надо глубоко вдохнуть и все, что есть, дать прилив кислорода в сердце. Отлично. Салфеточку я уберу. Теперь, как мы нашли? Помните, как мы ищем? Место слова. У меня в это время подружка была. Пойдем.
шамана. Сейчас можно прийти, возможно, вы даже выиграете туда поездку. Почему у нас здесь все в дереве? Потому что Коми связан со своей, конечно, лесопромышленностью. Это огромное количество у нас лесов, заповедных территорий. И у нас такое национальное жилище называется Нукерка. И здесь у нас с вами вырабатывается огромное количество кофе. То есть кофе здесь у нас с вами уже сортируется в различные пакетики и отправляет в самый крупный завод по сортировке кофе. И вообще вот бумага Снегурочка, что мы с вами больше раньше пользовались, тоже производство Сыктывкара. Сыктывкар — столица Коми. Я хотела у нас с вами здесь в Коми, знаете, что есть? Во-первых, у них есть такая линейка, что есть достаточно маленькое кольцо. В этом кольце было 9 животных заключенных. Эти 9 животных обозначают у нас с вами дни, когда входят среди животных, ваши священные животные, ваши тотемы. Нас немного, поэтому я хочу, чтобы вы по Коми календарю, по Коми пасу называется, определили ваши животные, которые вас символизируют. Ага, вы Росомаха. Так, теперь вас узнаем. Не горы, а описание вашей природы. Так, что и эти знаки, да, по-разному. Вы горностай. Отлично. Поэтому вы дошли к тому, что Росомаха, она идет и всегда борется с трудностями. Росомаха — это по жизни борец, она готова все преодолевать. Она готова зверек, дипломатически можем договориться. Я рада, что я вас нашла в конце нашей экскурсии, можно сказать. Вот там стол, как раз можете сесть, написать, и достаете почту. А это ваш шкура, да, цвета кожи, белый медведь. Черная, а тут вы знаете. Я сама, я уверена, поэтому вы знаете. Да, это чехотки вам подарочек. Ладно, у нас с вами сейчас есть этот зал, и вопрос такой, вы либо я вас оставляю здесь, как вы? Да, все, да, давайте. Давайте пойдем. Заходите, а то я вас переутомлю сегодня. Я замечу. Я тоже знаю, что да, я понимаю. Так, давайте я вас...
Из него там производят окалиш. Эти шарики размером с фундук станут важным сырьем для будущей стали. А теперь давайте же поскорее перейдем к самой горячей Приглашаем вас к нам на экскурсию Оскольский электрометаллургический комбинат и Лебединский горно-обогатительный комбинат. Вы увидите красоту горячего металла, увидите самый большой карьер в мире, он виден из космоса, занесен в книгу рекордов Гиннесса. Приезжайте, у нас очень интересно. Только высота нашей печи кастрюли как двухэтажный дом. А вместо мяса и овощей здесь варится металлолом и окатыш. И помещается в нее аж 150 тонн жидкой стали. Это примерно вес 30 африканских слонов. А вы знаете, какая температура в металлургической печи? Может доходить аж до 1700 градусов. Это же горячее, чем лава в вулкане. Помните, как мама снимает ложку в пробу супа? Так вот, стрельбаны тоже берут пробу стали, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Только вот это дело особый ручкой. С очень длинной ручкой. Он будто бы закончил все. Нет, он не закончил, он все еще. Вот так вот. Не, ставьте просто новую, и она протолкнет предыдущую. Да, все. Так и оставляйте. Нет же, конечно, не тарелка. А я вот тебе не разрешает, а стульев почему-то не будет. Через окно промышленной ковши. Я все жду, когда там бутики окатыши появятся. Они же вам есть. Машинами для хлебного литья заготовок. На ОМК таких машин 5. А если говорить про горячие стальные заготовки разрезают на части. После остывания их могут отправить сразу под рекрутер, а могут еще доработать, чтобы получить нужный диаметр. Прокатывается заготовка до 40 прокатных заготовок. Сооружения. Еще чем славна Владимирская область, вот своими стекольными заводами. А гусь хрустальный, это тоже на территории Владимирской области. Видите, хрусталь. Ну а вот этот пряник Покровский, вот своему своей творческому качеству, видите, сколько там изображений занесен в книгу рекордов Гиннесса. Метр ткани из Ивановской области, но вот 5 все-таки рекомендуется покупать в Шуме. Что это?
Вы можете узнать свой талисман из Воронежской области, а также узнать, сколько вы весите в количестве этого талисмана. Могу показать вам сейчас? Только надо немножко отойти, сейчас она перезагрузится. Скажу, как можно только будет вставать. Ну что, друзья, вот как вы все знаете... Все, можно вставать. Вставай прямо на платформу. Все подробно рассказала. Ну и, конечно же, очень важно, то, что участвовали не только креативные группы, но еще и сотрудники, Очень важный проект реновации Петровского острова. Место, где Петром Великим было организовано первое в России Адмиралтейство. Этот масштабный проект получил поддержку президента России. Благодарим вас за внимание к нашему краю и приглашаем в гости. К тому же, комфортно добраться нам поможет новый терминал Воронежского международного аэропорта. До новых встреч в Воронеже! Помогали нашей армии. И вот, офигенность, посмотрите, дворец единоборств, он занял вот этот спортивный комплекс первое место в России. А вот пускается квадроцикл, пускается тоже на территории Брянской области, да, на предыдущие, пока не наши. Орловскую область, это столица литературы, столица. Вот, Сергей Александрович вас приветствует. Скажите нам, Сергей, как его фамилия? Есин! Конечно, конечно. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний, несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне. Что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то же. Будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся. Это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видел умереть. Я по-прежнему такой же нежный. И мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад.
Не буди того, что отмечталось. Не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи меня. Не надо. Старый волосна, твоя жизнь. Качаем дальше. путешественнику вряд ли удастся, только лишь взглянуть на него. Но даже пару часов хватит, чтобы прочувствовать радость.
Верно. Вы с нами. Откуда? Липецк, минеральная вода, тяжелая металлургия и вихрь. А вы откуда? 100 жизней из Новгорода. Вот, смотрите, как здорово. Идите сюда. Что же, нужно обязательно сыграть вместе с нами. Откуда вы? Подмосковье. Пересекут. Что сказать? Нет, не слышал. Не слышал. Вот знаю, Чкаловская лестница есть в Нижнем Новгороде, а Чкаловскую в Подмосковье не знаю. Кто готов сыграть вместе с нами? Это викторина от Краснодарского края. Пока стать рядом, чуть позже расскажу. Я знаю, что вы... Мы идем сейчас. Давайте. А это можно взять, что можно оставить? Да, они слышные, например. Это разные, да? Справа можно проголосовать за республику. Я еще была в Агоне Кабардов. Привет из Крыма. 18 лет есть. Вам есть 80? Я не верю вам. Не верю. Идите ближе. Ближе. Крым — это Краснодарский край? Спасибо большое. Мне кажется, вы уже победили в нашей викторине. Дайте призов. Можно сразу приз? Вот такой приз вам. Спасибо большое. Нам очень приятно. Кто еще? Сыграйте вместе с нами. Откуда вы? Какой регион? Вы Владивосток и Краснодарский край. Вот это да! Вы не думали о Калининграде? Думали. Чтобы прям совсем... Я сейчас 2 недели в Краснодаре. Откуда вы? Севастополь. Владивосток, Севастополь. Что происходит с этими людьми? Что происходит? Это круто. Это очень здорово. Кто еще готов сыграть вместе с нами? Попробуйте. Вам сразу призы? На что вы рассчитывали? Кто еще готов? Вы участвуете вместе с нами в викторине от Краснодарского края. Вы готовы участвовать? Попробуйте. Это классно, это здорово. Для вас, если не вас, вы не готовы к другому. Я надеюсь, что у вас много дом. Стоп, это не стоп. Зачем чужие? Вы нашли человека? Где вы нашли человека? Вас обогрели. Нашли здесь. Викторина, Краснодарский край, попробуйте. Кто это? Вы тоже первый раз? Вы знаете, мне кажется, Челябинска, то есть регион становится все больше и больше. Если бы у нас делалось через сайт, мы собирались бы 2 раза больше через сайт. Это наша бабушка разберем, все это. Готовы? Вам здесь скучно. Соберите вместе с нами Краснодарский край, викторина Краснодарский край. Быстрее, 2 участника нам нужно. И еще, а он не сможет. 18 нет. Попробуйте. Играем. Викторина Краснодарский край. Дорогие друзья, после форума России обязательно возьмите и прочтите победный выпуск газеты «Сталинградская победа». Разделите с нами новость о героическом подвиге Красной армии под Сталинградом. Всех приглашаем к нам сюда на стенд, потому что сегодня день очень важный. Победа в Сталинградской битве. Да, обязательно.
Это из арт-парка Никола Ньютона. В Калужской области находится крупнейший арт-парк в Европе. Также у нас здесь представлены конструкторы Группер, которые производятся у нас в Калуге, сделаны из дерева ольхи. Хорошо развивает пространственное мышление, мелкую моторику. Также у нас есть информационные тач-панели, на которых разная информация разделена. На каждом экране своя информация, например, наши достопримечательности, наши вузы, университеты, наши традиции, которые мы сохраняем, также наша промышленность. Там у нас, например, в Калужской области, в городе Обнинск, была построена самая первая атомная электростанция в мире. Вот, также здоровье, то наши медицинские клиники, то наши заводы, которые производят медицинские препараты, и покупать лучшие продукты, которые у нас производятся в Калужской области. У нас еще есть продолжение осталось. Здесь слева будет инсталляция Point Film. У нас в Калужской области в городе Медвине снимается военно-патриотический фильм, к примеру, как «Подольский курсант», под руководством Угольникова там снимается. Сейчас проводятся там кастинги, можно принять участие в кастинге и поучаствовать в массовке, либо что-нибудь из главных ролей. Здравствуйте! Башкортостандан Кайнар Салям! А может расскажете чуть-чуть? Можете кто-нибудь расскажет? Что, о чем? Ну вообще. Это космолет Республики Башкортостан. Вы можете пройти, посмотреть о производстве и применении соды. Дальше можно посмотреть, пролететь над столицей нашей республики, городом Уфа. Вообще Башкортостан славится своей природой, гостеприимным народом. В общем, добро пожаловать. Смотрите, вот у нас есть интерактивные стенды, вот раз и два, которые за вашей спиной, а также вот здесь. Здесь более подробно представлены 5 вкладок, Центр управления регионом, БСК, Башкирская сотовая компания, Солнечная система, достижения Башкортостана и полет над Уфой. Полет над Уфой, и так понятно, виды над городом различные. БСК это про Башкирскую сотовую компанию, Солнечная система тоже, думаю, понятно. Достижение то, что удалось достигнуть республики за прошедшее время. Во втором интерактиве можете видеть две вкладки «Инвестирую в путешествие». Путешествие это... Вот, тут сейчас представят несколько федеральных программ, которые в субъекте реализуются. Это Башкирия, башкирские каникулы, школьный туризм, башкирское долголетие, Уфа 450 лет. А также «Инвестирую» блок. Это готовые вот решения, вот, пожалуйста. То, что уже реализовано, именно тот самый проект, пока находится в единичном экземпляре, но вот есть полностью и ссылки на QR-коды и на все остальное. Касаемо земельного банка, это то, где можно разместить эти самые объекты. Полностью здесь представлена вся статистика, вся инфографика, стоимость, сроки получения, назначение объекта, подключение к сетям и так далее. В течение какого времени можно выкупить, какой трафик, сутки и так далее. А почему космическая тема? Во-первых, крылья для Бурана производились в Уфе. Да, во-вторых, там есть авиационный институт и завод аэрокосмических технологий. Институт гравитации? Чего? Нет, по производству аэрокосмических. Плюс к этому еще здесь есть у нас добыча соды, нефти, и по переработке нефти мы, кстати, занимаем первое место, и добыча меда. Это, кстати, необычное, он добывается ключевым способом, то есть из дупла. Спасибо. Да нет.
на мой, да?